Словно самоцветы уральских гор рассыпаются в темноте зала лазерные лучи. Волшебство башкирских легенд сначала впитали сказки Павла Бажова, а затем легли в основу пьесы Михаила Супонина «Дочь золотого змея». Именно ее выбрал режиссер Альберт Имамудинов для постановки нового спектакля. Он двуязычный. Показы будут проходить и на башкирском, и на русском. Сейчас мы сдаем на башкирском языке. После отпусков займемся переводом на русский язык. То есть еще работы очень много. Ну, в принципе, где-то уже для сдачи мы, в принципе, готовы, как бы генеральный прогон и сдача. Вот сейчас уже артисты более-менее уже себя начали чувствовать в материале. Ну, надо сказать, что спектакль получился такой непростой со всех точек зрения, со стороны технических моментов, ну и сама сценография. Новая премьера для Альберта особенно ответственная. В этом году театр выдвигает его на соискание Республиканской молодежной премии Бабича. Как и в предыдущей своей работе «Волшебник изумрудного города», режиссер применяет проекционные экраны, лазерные и световые эффекты. Космические цветы, на которых парят влюбленные Алтынсес и Айлып, созданы с помощью обычного зонта. Эта ткань покрыта люминесцентной краской, которая светится при определенном освещении. Добро и зло, любовь и храбрость переплелись в этой сказке, будто сияющие косы главной героини по имени Золотой Волос. Интересная деталь. В одной из сцен куклу приводят в движение одновременно два актера. Один оживляет саму красавицу, а другой перемещает в пространстве ее косу. Вовремя надо и руками управлять, и куклу держать, и надо и волосы подать. Я вот так раз положу, у меня, конечно, все будет. Я в колпаке все закрыт, меня да не и в видно. колпаках работать не очень легко. Он как топором ударит, я раз, и бах, у меня коса отлетела. Всего для спектакля было изготовлено 14 кукол разных систем. Образ охотника Айлыпа воплощен сразу в 4 вариантах – планшетном, теневом и 2 тростевых. Чтобы артистов было хорошо видно зрителям, их сделали более крупными. Много сил вложили в создание хозяина подземного царства. 4-метровый змей хоть и чинит препятствия влюбленным, но на вид совсем не страшный. Эскиз-то рисуем вот так, как бы. Едем за тканями в магазин, у нас вот в голове у меня одни ткани, а там вижу другую ткань и покупаем ту ткань. Сюда приезжаем, начинаем делать, нет, не идет. На сцену выходим, вот не смотрится эта ткань, едем обратно. Потом вот такую корону сделали, хорошо вроде горит, но у нас сейчас проблема была, вот лицо не горит, глаз горит, а лица нету. Вот нос приклеили, посмотрели, вроде хорошо там работает, и сейчас вот лицо приклеили. Сейчас должно быть лицо видно. Сегодня состоялась сдача спектакля художественному совету. Режиссер корректировал работу артистов света и звукорежиссеров, механиков сцены непосредственно во время показа. Говорит, постановка готова на 90%. И уже в сентябре зрители смогут погрузиться в чудесный мир сказки, сотканный из волшебных превращений, красочных декораций, игры света и музыки. Маргарита Гафарова, Салават Валеев, Вести, Башкортостан.